Похваленый Иисус Христос. Хотел бы привітаць усіх вас ад усяго сэрца, прысутных сёння ў нашым касцёле на гэтым канцэрце духоўнай музыкі. Хацеў бы ад імя ўсёй нашай парафіяльнай супольнасці прывітаць усю групу сімфанічнага аркестра Гродзенскай капэлы ў нашым прыгожым касцёле на нашай ашмянскай зямлі. Вітаем вас і шчыра спадзяемся, што вельмі вы нас пацешыце, парадуеце, што ўсе мы атрымаем вялікае задавальненне асалоду з вашага канцэрта, з вашай цудоўнай ігры. І таксама маем надзею, што вы таксама застанецеся задаволенымі побытам тут у нашым горадзе у Ашмянах. Прывітаем давайце яшчэ раз усе разам нашых гасцей. Перад тым, як распачнецца канцэрт, вялікая просьба яшчэ раз паглядзець кожнаму свой тэлефон, каб тэлефоны звук выключыць, каб не перашкаджаў нікому. Вялікі дзякуй. Добрый вечер, друзья. Мы очень рады видеть вас на концерте заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненская капелла». 2025 год очень богат на юбилеи разных композиторов. Ну, конечно же, два юбилея самые главные. Это 340-летие со дня рождения двух великих композиторов эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя. И в этом году почти во всех наших программах мы исполняем произведения двух гениев эпохи барокко. Иоганн Себастьян Бах вторую часть своей жизни, когда он уже никуда не переезжал, он жил в одном городе, в Лейпциге, и 27 лет служил кантором в церкви святого Фомы. И он по своим обязанностям должен был сочинять каждому воскресению, каждому религиозному празднику новое произведение, кантата. Это достаточно такой большой по протяженности жанр, который включает симфонические номера, и номера с хором, арии, дуэты, речитативы. И у Баха была всего 1 неделя, чтобы сочинить это творение, переписать ноты, разучить его с исполнителями. Многие прихожане приходили специально к концу проповеди, чтобы услышать очередную кантату Баха. Каждая кантата – это размышление на какую-либо религиозную тему. Это размышление о том, что было в проповеди. Итак, нашу сегодняшнюю программу открывает симфония из кантаты номер 42 Иоганна Себастьяна Баха. Исполняет заслуженный коллектив Республики Беларусь, симфонический оркестр Гродненской капеллы. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Бормотов. За дирижерским пультом концертмейстер оркестра Татьяна Сухоцкая.
одни из самых прекрасных музыкальных произведений, написанные на сюжет о Благовещении. Светлый сюжет и такая же светлая божественная музыка «Аве Мария». В XIX веке были популярны «Аве Мария» Баха, Гуно, Шуберта, Листа и других композиторов. А вот в конце 20-го мировую славу приобрела «Аве Мария» Джулио Каччини. Интересно, что это итальянский композитор эпохи барокко, но вот впервые исполнили это произведение русские исполнители. Итальянские исследователи решили вновь проверить свои архивы. Они не знали этой музыки. Но среди нот придворного композитора Медичи «Аве Марии» не значилось. Прошло еще 10 лет. Итальянцы не успокоились. Они решили провести стилистическую экспертизу, которая показала, что это произведение не могло быть никак сочинено в XVIII веке. Оно сочинено почти в наши дни, в конце 20-го. Это гениальная стилизация под старинную музыку. Оказалось, что русский гитарист, лютнист, поклонник старинной музыки издал грампластинку под названием «Лютневая музыка XVI-XVII веков». И напротив одной композиции значилось «Неизвестный автор». А затем, для того, чтобы это произведение узнала широкая публика, одна певица решила приписать его итальянскому композитору Джулио Каччини. И в своем расчете она не ошиблась. Действительно, «Аве Мария» мгновенно стала популярной. Владимир Вавилов ради возрождения интереса к старинной музыке пожертвовал собственным именем. Ну а сегодня это произведение можно объявлять по имени автора, с которым оно прославилось, и, конечно же, упомянуть его подлинного создателя. Итак, Каччини, Вавилов. «Аве Мария». Солистка Марина Горовая.
В эпоху барокко было создано огромное количество произведений в духовных жанрах. Мессы, реквиемы. Среди них немало шедевров. С наступлением века просвещения начинается вера во всемогущество человеческого разума. Композиторы гораздо меньше пишут в жанрах духовной музыки. С наступлением XIX века, эпохи романтизма, которая прошла под девизом «Разум ошибается, чувство никогда», композиторы заняты исследованием внутреннего мира человека, мира его переживаний, мира фантазии. Ну вот в XX веке, который принес с собой так много жестокости, так много войн, так много разрушений, композиторы вновь обратились к жанрам духовной музыки. Конечно же, стиль этой музыки изменился, он стал современным. Композиторы говорят на языке нашего времени. И сейчас прозвучат несколько произведений на латинские литургические тексты, написанные нашими современниками. Роберт Чилкотт, современный британский композитор, хоровой дирижер, чьи произведения сегодня исполняются по всему миру. Вы услышите «Агнус Дей» из маленькой джазовой мессы, а исполнит его вокальный ансамбль «Капелла Джем».
Современный польский композитор, хоровой дирижер Петр Янчик написал свое произведение под названием «De Profundis» на текст 130-го псалма из Библии. По легенде, текст этого псалма был написан во время Вавилонского плена евреев, когда избранный Богом народ блуждал по пустыне. «De Profundis» – это покаянная молитва, это крик отчаяния, это взывание к Богу с просьбой о том, чтобы Он простил грехи народа Израиля и не подвергал Израиль еще большему наказанию за них. Итак, Петр Янчик, «De Profundis». В 1985 году для поклонников популярной музыки большой неожиданностью стала премьера реквиема английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, которого все до этого знали как автора мюзиклов. Оказывается, для самого Уэббера это не было неожиданным решением. Дело в том, что он посещал школу Вестминстерского аббатства, а затем колледж. Его отец был органистом, он сочинял церковную музыку. И духовная музыка была пищей Уэббера долгие годы. Он хорошо ее знал. И сочинение реквиема тоже было его давней мечтой, давними планами. Но вот смог он их осуществить только после смерти своего отца. И в память о нем он сочинил новый шедевр. Премьера была очень громкой,
так можно сказать сегодня. Сначала премьера произошла в Америке, в Нью-Йорке, а затем в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве. На премьере присутствовала тогдашняя премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и почти весь кабинет министров. Особую популярность получил один номер из этого реквиема. Когда он будет звучать, вы сразу поймете, почему. Он называется «Пия Езу». Дело в том, что Вебер решил заменить традиционную часть «Агнус Дей» на другой канонический текст «Милосердный Иисусе». Итак, Эндрю Ллойд Вебер «Пия Езу». Мы вновь возвращаемся к творчеству Иоганна Себастьяна Баха. Гении на то и гении, что они все успевают. Бах сочинял не только духовную музыку, но и светскую музыку своего времени. Одним из самых популярных жанров эпохи барокко был жанр концерта. Концерт – это значит состязание. Состязание между солистом и оркестром. Такая своеобразная музыкальная игра. И сейчас прозвучит первая часть концерта для двух скрипок с оркестром Иоганна Себастьяна Баха. Солисты Сергей Аврукевич и Александра Михейко.
прекрасная музыка. Как хорошо, что мы ее сегодня слышим. Вот слушатели второй половины XVIII-XIX века ее и не слышали, и не знали таких имен, как Бах, Гендель, Телеман, Вивальди. Возрождение музыки этих композиторов началось только в конце XIX-XX века. Начали разыскиваться ноты в различных архивах, частных коллекциях. И интерес к старинной музыке был настолько велик, что появляются различные музыкальные мистификации. Одну из них мы уже услышали. «Аве Мария», которую написал вовсе не Каччини. Пожалуй, может посоперничать в популярности с «Аве Марией» другой шедевр, якобы эпохи барокко. Это «Адажио Альбинони». Но его опять же написал вовсе не Альбинони. Дело в том, что был такой исследователь, ученый Ремо Джадзотто, который был большим поклонником творчества Альбинони. Но вот он не мог найти шедевра в его творчестве, но настолько досконально изучил стиль этого композитора, что решился сам написать музыку, подстраиваясь под стиль Альбинони. Он всем рассказал, что однажды, прогуливаясь по руинам Дрезденской библиотеки в 1950-х годах, он неожиданно нашел клочок нотной бумаги, на которых были записаны только начальные такты и подпись Альбинони. И якобы он досочинил недостающие такты. Но вот потом все-таки правда вскрылась, оказалось, что он и является автором этих нот, что это вновь стилизация. Но сегодня для нас, поклонников, слушая эту прекрасную музыку, в конце концов, не имеет значения, кто ее создатель. Но по традиции все-таки всегда звучит «Адажио Альбинони».
Современник Баха Георг Фридрих Гендель большую часть своей жизни прожил в Англии. Он был придворным английским композитором. И в его обязанности входило сочинение развлекательной музыки. А развлечения королей нам хорошо известны. Сплошные балы да праздники, которые должны сопровождаться музыкальными представлениями и фейерверками. И вот Гендель написал сюиту под названием «Музыка на воде». Сюита – это жанр, который состоит из последования контрастных частей танцевального характера. Почему музыка на воде? Да потому что в одной огромной лодке по Темзе плыл король со своей сюитой, а в другой лодке сидел Гендель с 50 музыкантами. Сюита так понравилась королю, что она за этот вечер была исполнена трижды, 2 раза до ужина и 1 раз после. Итак, фрагмент из этой сюиты музыки, написанной более 300 лет назад, в 1715 году. Английский танец «Хорнпайп».
я уже говорила, композиторы-романтики мало писали музыки в духовных жанрах. Но как же прекрасно то, что они все-таки написали. Французский композитор Сезанн Франк написал гимн «Панис Анджеликус». Еще один шедевр. Итак, Франк «Панис Анджеликус» исполняют солисты Гродненской капеллы Марина Горовая и Владимир Горовой.
Бах, так же как и Гендель, тоже писал оркестровые сюиты. И иногда к танцевальным частям он добавлял части с иными названиями. Например, прелюдия или просто шутка. Итак, Иоганн Себастьян Бах, шутка из второй оркестровой сюиты. Солистка Арина Климова. В 1920-х годах, словно потерянная Атлантида, предстала перед мировыми слушателями творчество Антонио Вивальди. Благодаря обнаруженным нотам в Туринской библиотеке, обнаружил их такой исследователь Джентили, он нашел более 40 томов музыки Антонио Вивальди. И сколько бы мы ни слышали новых и новых концертов, опер, месс этого композитора, все-таки всегда номером один будет цикл концертов под названием «Времена года». Именно Вивальди является создателем сольного концерта, концерта для солирующего инструмента с оркестром. И именно Вивальди впервые в истории музыки дал своему произведению название, подзаголовки «Времена года». И мало того, каждой части он сочинил небольшое стихотворение. Но сейчас прозвучит, наверное, самая популярная часть из этого концерта – «Лето, гроза». Итак, Антонио Вивальди, солист Сергей Аврукевич.
Вивальди, дуэт «Лаудамус Те» из «Глории». Солисты Мария Райдюк и Ольга Кананкова. С наступлением эпохи Просвещения появляется новый идеал человека. Отныне идеалом становится человек энергичный, действующий, активный. Символом новой эпохи становится герой комедии Бомарше Фигаро. Итак, Моцарт, увертюра к опере «Свадьба Фигаро».
Друзья, наш концерт подходит к концу. И в заключение, в исполнении заслуженного коллектива Республики Беларусь, симфонический оркестр Грузинской капеллы и вокального ансамбля капелла «Джем» прозвучит хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия» Генделя.
Друзья, мы вас благодарим за столь теплый прием. Приглашаем вас совершить с нами завтра небольшое путешествие. В 15 часов будет наш концерт в прекрасном костеле в Гервятах, а в 19 часов в Барунах. И там вас ждет новая программа, в которой будет звучать весь цикл концертов Вивальди «Времена года». Приглашаем вас и до новых встреч!